Ассаламу алейкум. Считаю необходимым отреагировать на данное безнравственное, лицемерное выражение личных желаний. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья, я Кадил Мухаммад Ариф, работал имамом селения Линнау. Ва алейкум ассалам, я Садиханов Турпал. Я коренной житель села Акташаух Лилинаул. И все самые старые объекты этого села, будь это дома, иные объекты, точно так же и мечети, это все построено нашими предками, нашими отцами. По поводу обращения наших братьев-акинцев. Братство, в первую очередь, это уважение. Уважение к традиции своего брата, к истории своего брата, ценностям своего брата. И мы, чеченцы, акинцы, это не нация. Относительно демонтажа строения якобы мечети. Демонтаж не якобы мечети, а демонтаж мечети. Потому что первый, буквально можно сказать, в первый час, как начали демонтаж этого мечети, я человек, который подъехал к ним и выразил свое недовольство по этому поводу. После определенного диалога я ушел с тем, что вернусь с подтверждением или же с опровержением, что это мечеть. Через некоторое время я вернулся и сказал то, что у меня есть подтверждение, что это является действительно мечетью. Просьбы акинцев жителей села Линнау о передаче им старой мечети для деятельности религиозных органов. Но, к сожалению, эти мечети так и остались заперты для посетителей. Так как прозвучало то, что эти мечети, к сожалению, закрыты для посетителей, тут я хочу сказать то, что мы эти мечети взяли в очень плачевном состоянии. Мы внешне их отреставрировали, придав им максимально первозданный вид. Нам еще предстоит поработать в этих мечетях изнутри. А так я хочу сказать то, что до того, как эти мечети перешли к нам, и до того, как мы их заперли, в этих мечетях алкоголь распивали. Выкупил участок вместе с строением и Выкупил участок у кого? У того, кто построил эту мечеть? законным владельцем участка было... Выкупил участок у кого? У истинного хозяина этого участка? У того человека, который жил на этом участке до того, как нас выслали? Здание было решено 7 мая. Почему не говорится ничего о встрече, которая произошла днем 7 мая между представителями чеченского общества, также и представителями аварского общества? Также на этой встрече присутствовали представители муфтият Республики Дагестан. Встреча закончилась на том, что вопрос этой мечети остается актуальным до того момента, пока не решится вопрос, является это мечетью или нет. Так как чеченская сторона подтверждала, что это является мечеть, а аварская сторона говорила, что это не является мечетью. У нас были все необходимые доказательства тому, что это является мечетью. Но мы никак не ожидали, то, что эту мечеть могут разрушить после того, как к этому вопросу подключился муфтият Дагестана. Это для нас было очень неожиданно. Вас попросить наших братьев-акинцев. Нету такой национальности акинцы. Мы чеченцы. Мы нохчи. В это непростое для нашей страны время не вводить людей в заблуждение, распространяя видеозаписи с недостоверными. Да, сегодня нелегкое время для страны. Но сложное время для нас, чеченцев, здесь продолжается с 1944 года и по сегодняшний день. Заблуждение людей не мы вводим. Заблуждение людей вводите вы. Ты представился как имам, религиозный человек. Будучи имамом, ты сколько раз своему джамаату сказал, то, что вы живете в чужих домах, и чужое нужно возвращать без срока давности. Так говорит религия ислам. Но так как ничего подобного не происходит, такое чувство, как будто под одним названием религия ислам, мы исповедуем разную религию. Даже религиозный объект, вопрос религиозного объекта вы решили не по религии.
И кто в данный момент вводит в заблуждение людей? Не мы.